Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Джубек Бегалиева. Сегодня в программе. В американском Далласе во время демонстрации протеста против убийства полицейскими двух афроамериканцев несколько чернокожих снайперов застрелили 5 полицейских. Я шел, и снайпер просто начал стрелять. Он застрелил полицейских. Я видел упавших 5 или 6. Таджикские больницы на Памире начали принимать раненых из Афганистана. В районах, подконтрольных талибам, снова идет война всех против всех. Власти не в состоянии своевременно задержать преступника. Ну что вы тут ездите? Всю рыбу уже мне распугали. Подготовка к Всемирной выставке «Экспо-2017» в Астане выходит на финишную прямую. Пока результаты не впечатляют. Коррупционные скандалы и аресты, проблемы со строительством. Но власти обещают, все будет как надо. 91 страна и 16 международных организаций подтвердили свое участие. Мы не хотим новой холодной войны. Холодная война должна оставаться историей. Лидеры НАТО решают в Варшаве, как разместить в Польше и Балтии 4 батальона по 800 человек и не разозлить Россию. Сами поляки и прибалты говорят, что это не оборона, а лежачий полицейский для русских танков. В Москве считают с точностью да наоборот. Если это ходит как собака, пахнет как собака и лает как собака, значит это собака. Мне 5 лет. Мой отец ставит меня на колени, облизывает уши и засовывает руки в трусики. Я не боюсь сказать, украинский флешмоб о семейном насилии стремительно распространяется по миру. Тысячи женщин уже выложили в интернет тексты и видео со своими рассказами о домашних избиениях. Очень часто, когда над женщиной совершается сексуальное насилие или сексуальное домогательство, это трактуется, как будто женщина сама спровоцировала мужчину. Неизлечимо больной мальчик-инвалид из Кыргызстана создает архитектурные мини-шедевры при помощи палочек для мороженого. Его работы готовы покупать за большие деньги. Постоянно же дома сидим. Надо и время как-то коротать, и чем-то занять его тоже надо. 5 полицейских убиты и 6 ранены в американском Далласе. Сотрудников правопорядка расстреляли снайперы-афроамериканцы во время уличных протестов, участники которых выступали против убийства полицейскими 2 чернокожих граждан. Снайперы открыли огонь в тот момент, когда демонстрация уже заканчивалась. Вы видите, как люди в панике убегают после того, как пули попали в первых полицейских. В демонстрации принимали участие больше 1000 человек. Во время начавшейся паники протестующие падали, по ним пробегали другие. Многие получили серьезные травмы. Я шел, и снайпер просто начал стрелять. Он застрелил полицейских. Я видел упавших 5 или 6. Они были подстрелены. Это было сразу же после митинга. Мы просто шли к своей машине. Я увидел 3 застреленных. Мы бежали сразу, как только начали стрелять. Мы не знали, где был стрелок, откуда он стрелял. Но это было. Я не видел, чтобы еще в кого-то попали, только в полицейских. Я побежал дальше. Я думал, что стреляют из гаража, но они стреляли вниз по улице. Я шел прямо по линии огня, через улицу на парковку. Тогда я и увидел убитого офицера. Предположительно, огонь по сотрудникам полиции вели 4 снайпера. Один из них уже сдался властям. Остальных на момент записи нашей программы продолжали разыскивать по всему Далласу. Имеется информация, что все стрелявшие были афроамериканцами. Изначально полиция не исключала, что стрелки еще и заминировали одну из улиц города. Пока это не подтвердилось. Также арестовано несколько человек, которые считаются соучастниками расстрела сотрудников полиции. Напомним, что волнения и протесты во многих американских городах начались после того, как 2 белых полицейских в городе Батон-Руж, штата Луизиана, застрелили лежавшего на земле афроамериканца. А вот как это происходило. Полицейские утверждают, что 37-летний Элтон Стерлинг пытался достать пистолет при задержании. Однако позже выяснилось, что он просто хотел предъявить свои документы. У убитого осталось 5 детей. Буквально на следующий день в сети появилось видео того, как полицейские штата Миннесота убивают еще одного чернокожего американца. Убийство афроамериканцев белыми полицейскими вызвало волну протестов в Соединенных Штатах. Демонстрации прошли сразу в нескольких десятках крупных городов. Общество разделилось на 2 лагеря, и президент Обама был вынужден сделать заявление из Варшавы, куда он прилетел на саммит НАТО. В своем обращении президент поддержал протестующих и осудил расизм полицейских. В
прошлом году афроамериканцы были расстреляны полицией более чем в 2 раза чаще белых. Есть проблемы по всей нашей системе уголовного правосудия. Есть уклоны, сознательные и бессознательные, которые должны быть искоренены. Но сейчас большой проблемой является тот факт, что черные люди более уязвимы для такого рода инцидентов. Я просто хочу попросить людей сделать шаг назад и подумать, что если бы это случилось с кем-то в вашей семье. Как бы вы себя чувствовали? Однако после расстрела в Далласе американский президент был вынужден сделать из Польши уже новое заявление, второе за сутки. Оно несколько отличалось от первоначального. ФБР уже в контакте с полицией Далласа, и все, кто вовлечен в эти бессмысленные убийства, будут нести полную ответственность. Справедливость восторжествует. Сейчас позвольте мне выразить, как и вчера, когда я говорил о расовых различиях в нашей системе уголовного правосудия, свое беспокойство. Кроме того, я вчера также сказал, что у полиции чрезвычайно сложная работа, и подавляющее большинство полицейских делают свою работу отлично. На таджикском Памире начали лечить раненых из Афганистана. После того, как некоторые северные афганские районы опять перешли под контроль талибов, там снова началась война всех против всех. Местное население активно вооружается, чтобы защищаться. Это и привело к тому, что все спорные вопросы снова стали решаться при помощи автомата Калашникова. Репортаж Анушервона Арипова. Жители афганской провинции Бадахшан, пострадавших в вооруженных столкновениях, теперь лечат в Горно-Бадахшанской области Таджикистана. За полгода только в одной районной больнице медицинскую помощь получили 34 гражданина Исламской Республики. Это стало возможно благодаря новой программе фонда Ага-хана, духовного лидера шиитской ветви ислама, исмаилизма, приверженцами которой являются большинство жителей Памира. Был ранен в бедро. В Афганистане каждый, кто при деньгах, ходит с оружием. Власти не в состоянии своевременно задержать преступника. Тот человек, который напал на нас, ушел от ответственности и присоединился к Талибану. Курбон Валадисур, житель афганского Бадахшана, один из тех, кто лечится в этой таджикской больнице после пулевого ранения. По его словам, присутствие талибов в регионе быстро растет, и афганцы, проживающие в приграничных районах, вооружаются, чтобы защититься. Чувствуя слабость правоохранительных органов и вседозволенность, они применяют оружие для решения любых споров, а значит, количество пострадавших в вооруженных конфликтах будет только расти. Сейчас некоторые районы провинции Кундуз, Бадахшан и Вардак находятся в руках талибов. Когда наши люди получают ранения, помощь не подоспевает своевременно. По этой причине мы теряем многих людей. Охрану каждого погранпункта несут около 400-500 человек, но этого недостаточно, чтобы охранять дороги протяженностью 600-800 километров. Пострадавших в вооруженных столкновениях будет много, говорят афганские пациенты, еще и потому, что талибы захватывают все больше территорий на севере Исламской Республики. Практически все дороги в приграничных с Таджикистаном провинциях Бадахшан и Кундуз уже под контролем движения Талибан, говорят они. У нас есть государственная безопасность, пограничники. Мы не чувствуем никакой угрозы. Все местные жители сотрудничают с пограничниками. Мы единомышленники. Ситуация вблизи таджикско-афганской границы вызывает обеспокоенность властей Таджикистана. В феврале этого года президент страны Эмомали Рахмон призвал силовые структуры на границе находиться в постоянной боеготовности. А правительство республики регулярно делает заявление о том, что южные рубежи находятся под контролем, и в случае потенциальной угрозы они готовы защитить их. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. В Кыргызстане задержали лжемилиционеров, укравших деньги у российских туристов. Напомню, что семью с больным ребенком ограбили по дороге на Иссык-Куль. Оказалось, что оба грабителя, представившиеся милиционерами, действительно когда-то работали в органах и даже были уволены за грабежи иностранцев. Так оперативно подозреваемых задержали после того, как глава МВД лично поручил создать специальную следственную группу. А пока в милиции искали грабителей, обычные кыргызстанцы собрали деньги для туристов. Около 70 тысяч рублей пользователи интернета перечислили буквально за сутки. Как написали в социальных сетях кыргызстанцы, так они хотят показать гостеприимство жителей республики. Кроме этого, пострадавшим от преступников россиянам в одном из иссыкульских пансионатов предложили бесплатное лечение для их ребенка-инвалида. В Казахстане вышла на финишную прямую подготовка ко Всемирной выставке «Экспо-2017». Ровно через год казахская столица должна принять представителей 150 стран мира.
Нынешний день рождения Астаны уже назвали генеральной репетицией Экспо. Пока результаты не впечатляют. Проблемы со строительством и коммунальным хозяйством, коррупционные скандалы. Подробности у нашего корреспондента в Астане. Ну что вы тут ездите? Всю рыбу уже мне распугали. Совершеннолетие столицы жители Казахстана отмечали в условиях, близких к экстремальным. Из-за проливного дождя улицы Астаны превратились в водоемы. Городская ливневая канализация не справляется с потоком воды. Пересечение Турана и Жанбек-Кирея, как всегда, здесь творится безобразие. В это время недалеко от дороги реки проходил фестиваль современного искусства «Астана Арт-Фест», девиз которого «Энергия человека» совпадает с темой предстоящей международной выставки «Астана Экспо-2017. Энергия будущего». Энергия будущего – это преобразованная творческая человеческая энергия, направленная на сохранение, на коэволюцию, на то, чтобы человеческая энергия была наравне с другими природными энергиями. Преобразовать творческую энергию в энергию созидания не получилось у первого главы национальной компании «Астана Экспо-2017» Талгата Ермегияева. За хищение более 10 миллиардов тенге, это почти 30 миллионов долларов США по текущему курсу, экс-глава нацкомпании был осужден к 14 годам строгого режима. Длительные сроки заключения получили еще 2 десятка бывших подчиненных Ермегияева и подрядчики, возводившие Экспо. Но это громкое для Казахстана дело, по-видимому, не отразилось на желании стран принять участие в международной выставке. Уже 91 страна и 16 международных организаций подтвердили свое участие. На сегодняшний день уже 55 договоров участия подписаны комиссаром и председателем правления Астана Экспо Исимовым. До конца года будут подписаны со 100 стран. 84 фигуры, символизирующие страны, уже подтвердившие свое участие в Экспо, расставлены в шахматном порядке на одном из главных бульваров Астаны. Пользователи социальных сетей не нашли среди них фигуру с символикой Украины и сразу же стали искать в этом политическую подоплеку. Но по словам заместителя руководителя секретариата Экспо-2017 Замата Абдраимова, художники просто не успевали за потоком стран, желающих принять участие в международной выставке. Украина в обязательном порядке будет принимать участие на выставке Экспо. Буквально сегодня мы разговаривали с посольством данной страны и были определенные вопросы по расположению, по площади. Мы все эти вопросы урегулировали. В ближайшее время буквально мы ожидаем подтверждения официального участия. Для руководства страны и лично президента Назарбаева проведение Экспо стало главным имиджевым проектом. Для привлечения иностранных туристов на выставку даже упростили визовый режим. Теперь основная задача муниципалитета столицы Казахстана – привести в порядок городскую инфраструктуру. Айнур Коскин, Ганизат Успанов. Настоящее время. Далее в программе. Мы не хотим новой холодной войны. Холодная война должна оставаться историей. Лидеры НАТО решают в Варшаве, как разместить в Польше и Балтии 4 батальона по 800 человек и не разозлить Россию. Сами поляки и прибалты говорят, что это не оборона, а лежачий полицейский для русских танков. В Москве считают с точностью да наоборот. Если это ходит как собака, пахнет как собака и лает как собака, значит это собака. Мне 5 лет. Мой отец ставит меня на колени, облизывает уши и засовывает руки в трусики. Я не боюсь сказать, украинский флешмоб о семейном насилии стремительно распространяется по миру. Тысячи женщин уже выложили в интернет тексты и видео со своими рассказами о домашних избиениях. Очень часто, когда над женщиной совершается сексуальное насилие или сексуальное домогательство, это трактуется, как будто женщина сама спровоцировала мужчину. Неизлечимо больной мальчик-инвалид из Кыргызстана создает архитектурные мини-шедевры при помощи палочек для мороженого. Его работы готовы покупать за большие деньги. Постоянно же дома сидим. Надо и время как-то коротать, и чем-то занять его тоже надо. В Варшаве лидеры стран НАТО решают вопрос размещения дополнительных контингентов в Польше и странах Балтии. Речь идет о символических 4 батальонах, каждый по 800 человек. Представители балтийских стран и Польши накануне саммита заявляли, что новые батальоны НАТО – это не оборона, а скорее лежачие полицейские для русских танков. Но, тем не менее, даже среди крупных стран, входящих в альянс, нет единого мнения, стоит ли бряцать оружием перед Россией. Наш корреспондент Денис Тарасенко о том, что происходит в Варшаве. Да, действительно, меры безопасности беспрецедентные. Мы сейчас находимся на национальном футбольном стадионе в Варшаве. Именно здесь 2 дня лидеры стран НАТО будут принимать решения, которые заранее названы в геополитическом плане переломными не только для Восточной Европы, но и во всем общемировом контексте.
Заседать лидеры будут вот в этом шатре в центре стадиона. Впрочем, к самой спортивной арене попасть без специального разрешения невозможно. Весь общественный транспорт пущен в обход, а за километр начинается живая цепочка из полицейских и военных. На подъезде к стадиону они стоят буквально через каждые 10 метров. Над стадионом то и дело пролетает боевая авиация, патрулируют вертолеты. Скорее, не ради безопасности, а для демонстрации выставлена и боевая техника. Даже огромный беспилотник, который гораздо уместнее где-то в Сирии или Ливии, нежели в центре польской столицы. По периметру появился двойной забор. В преддверии саммита сама Варшава опустела. Местные жители поспешили уехать подальше от перекрытого центра, и это привело к настоящим парадоксам. Как нам рассказывали наши польские коллеги, еще никогда в городе не было так мало дорожных пробок. Обычный путь в час-полтора теперь на автомобиль занимает от силы 15-20 минут. Освещает саммит более 1000 журналистов со всего мира, которых разместили в огромном пресс-центре, прямо в вестибюле стадиона. Большинство лидеров стран НАТО прибывает в Варшаву сегодня, однако этой ночью уже прибыл президент США Барак Обама. Американского лидера разместили в центре города в одной из лучших гостиниц. Местное телевидение транслировало прибытие Барака Обамы в прямом эфире. Всего на саммит заявлено порядка 4000 делегатов, не только из 28 стран НАТО, но и гостей. Он станет поворотной точкой не только в общемировом контексте, но в первую очередь, пожалуй, для стран Балтии. Давайте послушаем, что перед началом встречи в Верхах сказала президент Литвы Дарья Грибаускайте. Для всего Альянса важно, что он переходит от кабинетных совещаний и бумажных планов к реальным оборонительным действиям. Это отразится не только на восточном фланге и всех 3 странах Балтии и Польши, но и на Румынии, Болгарии и регионе Черного моря. Пожалуй, это самое значимое действие со времен Холодной войны, когда не только демонстрируется военная мощь, но и стремление защищать каждый метр. Накануне основных заседаний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг даже сделал специальное заявление об отношениях с Российской Федерацией. Мы не хотим новой холодной войны. Холодная война должна оставаться историей. Мы продолжим искать конструктивного и значимого диалога с Россией, чтобы обозначить наши намерения, избежать непонимания и снизить риск возникновения эпизодов, которые могут выйти из-под контроля. Россия — наш самый большой сосед и неотъемлемая часть европейского общества. В Кремле заявляют, что даже столь незначительное увеличение присутствия НАТО на российских границах вызывает беспокойство как у руководителей, так и у всех граждан. Россия не ищет образ врага в НАТО, она его иногда констатирует, когда у наших границ ходят натовские солдаты и летают натовские самолеты. Ведь мы же не приближаемся к границам. Знаете, есть у англичан такая пословица: если это ходит как собака, пахнет как собака и лает как собака, значит это собака. Приблизительно в том же тоне осветили саммит Альянса в Варшаве и российские СМИ. Независимая газета предупреждает о том, что НАТО нацелилась на евразийское пространство. «Коммерсант» также говорит о том, что Альянс маневрирует к границам России. Российская газета даже назвала саммит «Варшавский договор 2.0». Ну а парламентская газета прямо написала, что Россия не ждет ничего позитивного от саммита НАТО. Тысячи украинских женщин рассказали о случаях домогательства и насилия в социальных сетях. Истории настолько откровенны, что волна признаний перешла уже в другие страны. Первый пост с хэштегом «Я не боюсь сказать» опубликовала киевская журналистка, которая тоже не раз подвергалась насилию. Наш корреспондент встретилась с автором флешмоба. Мне 5 лет. Мой отец ставит меня на колени, облизывает уши и засовывает руки в трусики. Я плачу, я его ненавижу. Прошу отпустить, кричу, что мне противно. Он отвечает, что мне наоборот приятно. Просто я об этом еще не знаю. Рядом молчит мама. Подобных шокирующих историй в соцсетях с каждой минутой становится больше. Их авторы, в основном женщины, на себе испытали сексуальные домогательства или физическое насилие. Но только сейчас решили поделиться своей болью публично. Мне 10 или 11, я возвращаюсь с тренировки, а пьяному мужчине припекло заняться оральным сексом. Это я поняла, когда стала гораздо постарше. Тогда это было просто дикой картинкой из расстегнутых штанов, мычания и запаха алкоголя. Смогла вырваться, смогла убежать. Автор этих слов Наталья Наумова. Женщине в течение жизни несколько раз чудом удалось избежать изнасилования. За мной, то есть десятки моих подруг, действительно десятки, которые никогда об этом не расскажут. То есть ни при каких обстоятельствах они не поднимут это на поверхность. То есть об этом принято молчать, об этом надо. Но так с проблемой никто не справится. Рассказывать об этом надо, пусть это будет первый толчок.
Кампанию против насилия запустила киевская журналистка Анастасия Мельниченко. Она написала о сексуальных домогательствах, которые сама пережила, и предложила делиться своими историями. Рассказы про приставание в транспорте или на улице. Всего за несколько дней флешмоб стал масштабным и вызвал резонанс. Очень часто, когда над женщиной совершается сексуальное насилие или сексуальное домогательство, это трактуется, как будто женщина сама спровоцировала мужчину. И такое впечатление, что вина возлагается на женщину. Мне было важно дать толчок, чтобы об этом начали говорить, и чтобы люди, и мужчины, и женщины осознали масштабы проблемы. Флешмоб начался в Украине, но свои истории уже пишут пользователи Фейсбука из России. Далеко не все из них знают, кто именно его начал, но это уже кажется неважно. Марина Ступак и Евгений Педин. Настоящее время. Киев. Мальчик из Кыргызстана Телек Курманалиев стал звездой социальных сетей благодаря своему увлечению. Он делает уникальные домики и мечети из обычных палочек от мороженого и зубочисток. С помощью хобби Телек мечтает заработать деньги на операцию. Мальчик-инвалид и не ходит практически с рождения. Репортаж Шавката Тургаева. Нож, клей и палочки от мороженого. Все, что нужно Телеку, чтобы творить архитектурные мини-шедевры. Идея мастерить домики пришла мальчику несколько лет назад. Поначалу было непросто, но сейчас Телек уже набил руку. Мы сперва маленький домик начали делать из книги. Но потом делали большие, и до сих пор делаем. Маленький домик делали из зубочисток. Сейчас уже нам легко. Раньше было сложно. Но мы думаем, первое, что делать, потом сразу делаем. Чертежей нет. Постоянно же дома сидим. Надо и время как-то коротать, и чем-то занять его тоже надо, чтобы увлекался. И один раз попробовали, вроде получилось, потом второй получилось. И постепенно пошло. Нужно съесть очень много мороженого, чтобы хватило на постройку одного домика, говорит Телек. Ему одному это не под силу. Благо, строительный материал купить на базаре нетрудно. Большая часть коллекции юного строителя ушла на подарки. Число я не знаю, но много сделали уже. Немного там подарили. Кому ты дарил? Учителям дарил, гостям. Друзьям? Угу. Уже 6 лет Телек прикован к инвалидной коляске. У него редкая болезнь – ювенильный артрит. Ноги мальчика не разгибаются, врачи помочь ничем не могут. Руки разводят, просто говорят, постоянно, регулярно принимайте лекарства, лечитесь, и все. А в будущем улучшения ничего не говорят. Да и мы сами не чувствуем, вот как получаем лечение, не чувствуем. По словам Нурбека, не смог вылечить его сына и знаменитый кыргызский ортопед, академик Сабырбек Джумабеков. Предложил нам операцию сделать. Он хотел вот эти тазовые кости отделить с помощью операции, выпрямить ноги. Потом впоследствии он, как мне объяснил, говорит, когда ему будет 18, приедете, говорит, ему вот кости головки отрежут, ему протезы вставят. Но о том, что после операции какие хотя бы там хоть 50/50 надежда там не было. Я вот сомневаюсь даже сейчас, как вести, не вести. Хотя бы с костылем ходил бы, еще ему же легче было бы на будущее, чем вот так на коляске. Недуг Телеку не мешает и дальше мастерить. Фотографии его работ попали в социальные сети, и многие уже захотели приобрести его домики. Естественно, за деньги. У этой мечети уже есть новый обладатель. Покупатель готов отдать за нее $100. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. Настоящее время. Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами на следующей неделе. Всего доброго.